Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов поручил на 8 марта вручить ключи от жилья многодетным семьям. В 2025 году откроется вуз Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Посол РФ отметил крепкий фундамент туркмено-российских отношений и другие новости. Председатель Халк-Маслихаты совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с планом работ, осуществляемых в рамках второй очереди строительства нового города и проектами, планируемых к возведению объектов. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов поручил к Международному женскому дню организовать торжественные мероприятия по вручению многодетным семьям ключей от многоквартирных домов и коттеджей в городе Аркадак. Национальный лидер туркменского народа посетил новое очистное сооружение, расположенное севернее Каракум-реки. В ходе визита ему был представлен видеоролик о работе нового комплекса, а также продемонстрировано оборудование для очистки сточных вод. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность ответственного подхода специалистов к эксплуатации объекта и отметил соответствие уровня очистки воды высоким экологическим требованиям. Высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, рассчитанное на обучение 2700 студентов, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил президент Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров в пятницу. Новый вуз станет первым в стране высшим учебным заведением, специализирующимся на профессиональной подготовке специалистов в области предпринимательства и бизнеса. В структуре вуза предусмотрено 6 факультетов. Он будет расположен в Ашхабаде по адресу улица Гераглы, 183. Посол Российской Федерации в Ашхабаде Иван Волынкин заявил о прочном фундаменте, на котором строятся отношения между Москвой и Ашхабадом. В своей статье, посвященной Дню дипломатического работника, Волынкин подчеркнул, что туркмено-российские отношения всегда основывались на совместной истории и уважительном диалоге. 10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентновых монет пенни в связи с высокой стоимостью их производства. По данным CNN, одной из причин удорожания производства монет является рост стоимости металлов. Эксперты также говорят, что отказ от пенни может принести пользу бизнесу, поскольку сэкономит время продавцов и кассиров. На 52-й церемонии вручения анимационной премии Annie Awards в Лос-Анджелесе безоговорочную победу одержал фильм «Дикий робот». Анимационная лента от студии DreamWorks получила признание в 9 основных категориях, включая награды за лучший полнометражный анимационный фильм, режиссуру, дизайн персонажей и музыкальное сопровождение. В рамках 9-х зимних азиатских игр в китайском Харбине сборная Туркменистана по хоккею сыграет с командой Кувейта в матче за 9 и 10 места. Хоккейный турнир в Харбине стартовал за 4 дня до официального открытия азиатских игр. Туркменские хоккеисты на групповом этапе соревнований одержали 2 крупные победы над командами китайского Макао и Индии, но уступили китайскому Гонконгу. Теперь в матче за 9 и 10 места на Азиаде 2025 им предстоит сыграть с командой Кувейта, которая в последнем туре одержала самую крупную победу на турнире, разгромив сборную Бахрейна 34-0. Женская сборная Туркменистана по футзалу сыграла в ничью с командой Киргизстана в первом туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации в Душанбе. Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1-1. В составе сборной Туркменистана отличилась Ляле Хаипова. В другом матче дня представительницы сборной Ирана разгромили команду Узбекистана 9-0. Матчи следующего второго тура КАФА 2025 среди женских национальных сборных пройдут 10 февраля. В этот день сборная Туркменистана сыграет с командой Узбекистана, а футзалистки Киргизстана встретятся с соперницами из Таджикистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.